Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Во всех школах Абхазии прозвенел последний звонок. 12 человек претендуют на медали. Арбитражному суду Абхазии 25 лет. В честь юбилейной даты в Сухуми прошло торжественное заседание и научно-практическая конференция. 27 коммерческих предложений на поставку товаров и оказание услуг одобрено конкурсной комиссией Минсельхоза в рамках программы развития сельского хозяйства 2022. 3 июня во всех школах Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году школу окончили 1982 выпускника. 12 человек претендуют на медали. Впереди у 11-классников еще 5 выпускных экзаменов. Первый по родному языку. О том, как прошел этот особенный день во 2 и 3 столичных школах, расскажет Гугуца Варданио. Буквально через несколько минут для всех выпускников Абхазии прозвенит последний звонок. В столичной школе номер 3 имени Юрия Николаевича Воронова 19 выпускников. Читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Линейка, посвященная последнему звонку в 3-й средней школе, конечно же, началась с улыбок и шуток о школьной жизни. Сегодня они вспоминают, как родители привели их в 1 класс, как получили свою первую оценку, познакомились с первым учителем и как началась настоящая дружба. Годы за школьной скамьей пролетели быстро. Тогда, 11 лет назад, они волновались не меньше, чем сегодня. Волнуясь вновь и вновь, повторяя строки из, казалось бы, уже выученных на зубок стихотворений и песен, завершив последние приготовления и пожелав друг другу удачи, выпускники занимают свои места на последней для них школьной линейке. В этот день с волнением и слезами на глазах слова напутствия и пожелания успехов звучат от учителей и родителей. Поздравляю, ребята, вас, всех выпускников Абхазии, с этим знаменательным днем школьной жизни. Уважаемые учителя, дорогие дети, поздравляю всех с последним звонком. Сегодня наши дети покидают стены этой школы, и сегодня для них прозвенит последний звонок. Поздравляем всех с этим событием и искренне благодарим всех учителей и сотрудников школы за то, что подарили нашим детям возможность познать многие науки, раскрыть свои таланты. Пожелать удачи и успехов, поздравить с окончанием школы выпускников пришли специалисты столичного управления образования. Среди 19 выпускников 3-й школы имени Воронова 1 медалист. Остальные окончили учебное заведение на хорошо, отлично и удовлетворительно. 3 уже стали студентами Абхазского государственного университета и медучилища. Ходить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Какими мы будем спустя годы? Главный вопрос, которым задаются уже вчерашние школьники. Выпускники 3-й столичной школы всем классам написали себе письма в будущее, рассказав в них о своих чувствах и переживаниях, планах на жизнь, описав, кем видят себя через десяток лет, а затем спрятали записки в этой капсуле, передав ее директору школы. Ровно через 10 лет на этом же месте они договорились встретиться, чтобы открыть ее. Любимый мой предмет был русский. Вообще, в принципе, все предметы мои любимые. И вот так сейчас подумаешь, смотришь со стороны и понимаешь, то, что все учителя, они были к нам добры, и то, что мы все их любим. И я надеюсь, что у них у всех все будет хорошо, и у нас все будет хорошо. И самое главное, что мы все будем счастливы. Куда собираешься? Я поступаю в АГУ на физмат. У меня просто математический склад ума больше, поэтому... Этот день для меня как день начала во взрослую жизнь, совсем другая жизнь уже начинается. Конечно, грустно то, что мы со школы уже расстаемся, не увижусь больше со своими одноклассниками. Какой любимый предмет в школе? Любимый предмет
Информатика, наверное. А куда собираешься? Место. Да. А к школьным экзаменам готов? Готов. Конечно, мы все ждали этого дня. Последний день в школе, последний звонок. Мы к нему, конечно, очень долго готовились. На протяжении, наверное, 2 месяцев вальс вообще еще раньше начали готовить. Вот. 12 всех волнительно, потому что последний день. Дальше впереди нас ждет взрослая жизнь. Мне больше всего нравилась химия и биология, поэтому я поступаю в медицинский университет. Вот. Мне нравилась биология и химия. Уходят одни школьные поколения, их сменяют другие. Вчерашние 11-классники становятся студентами, а малыши идут в 1 класс. В этом году в 3-ю столичную школу придут 24 первоклассника. Последний звонок прозвенит, в новую жизнь войдет. Мы желаем успехов вам в новой жизни, в новой учебе. Вальс в исполнении выпускников – особый момент торжественного мероприятия. Поправляя косички и ленты с надписью «Выпускник», вчерашние школьники, как бы прощаясь с детством, кружат под мелодию танца. Во 2-й столичной школе имени Пушкина в этом году 80 выпускников. Из них 2 идут на золотую медаль. На хорошо и отлично образовательное учреждение окончили 32 человека. Среди них немало студентов. В Абхазский государственный университет, участвуя в Олимпиаде «Путь к вершинам», уже поступили 8 человек. В МГИМО 2. 1 человек поступил в дипломатическую академию. 2 выпускников в Сухумское медицинское училище. Среди вчерашних 11-классников уже есть студенты Московского технологического института коммуникации и связи и Щепкинского театрального училища. На смену выпускникам во 2-ю школу придут 116 первоклашек. Всем нам казалось, что так этот вечер далек, но время промчалось немного, осталось, ждет последний звонок. Гугу Цавардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Арбитражному суду Абхазии 25 лет. В честь юбилейной даты в Сухуми прошли торжественные собрания и научно-практическая конференция. На заседании присутствовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Алхас Квициня, депутаты Народного собрания, члены правительства и судьи. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Создание арбитражного суда стало одним из важнейших событий в истории абхазского правосудия. За 25 лет арбитражный суд прошел сложный путь. Необходимость его создания в 1997 году была вызвана сложившимися новыми экономическими условиями и переходом к рыночной экономике, появлением различных форм собственности, а также необходимостью защиты прав бизнеса. До этого момента Республика Абхазия не имела системы институтов, способных разрешать споры, возникающие в конкурентной экономической среде. Сегодня арбитражный суд республики – самостоятельный орган, занимающий важное место в судебной системе, разрешающий экономические споры и обеспечивающий правовые гарантии развития экономических отношений в стране. Председатель арбитражного суда Республики Абхазия Фатима Квициня отметила, что арбитражный суд не может останавливаться на достигнутом. Впереди новые задачи. Сегодня идет активная работа по внедрению новых технологий автоматизированной судебной информационной системы. Арбитражный суд претерпел существенные изменения в ходе судебной реформы 2015 года. В рамках этой реформы, как вам всем известно, были приняты основополагающие законы о судебной власти. Это Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти и новый арбитражно-процессуальный кодекс. В соответствии с этими законами полномочия, статус, компетенция арбитражного суда были расширены. В арбитражном суде появляется новый институт
Новая стадия пересмотра дел – это кассационная инстанция. Меняется подведомственность дел. Количество дел, рассматриваемых арбитражным судом, увеличивается. Значительно укрепляются материальные гарантии независимости судей. Профессионализм, объективность судей и всего коллектива вносят важный вклад в укрепление авторитета судебной системы, говорится в поздравительном письме главы государства председателю и коллективу арбитражного суда. Поздравительный адрес зачитал вице-президент Бадра Гунба. Становление арбитражного суда Абхазии проходило в сложный послевоенный период. Но, несмотря на это, он всегда соответствовал запросам общества и требованиям времени. В этом большая заслуга ветеранов арбитражного суда. Арбитражный суд является важным звеном в судебной системе, осуществляющим защиту прав и законных интересов участников экономических правоотношений. За эти 25 лет накоплен серьезный опыт, который позволяет эффективно и на высоком уровне выполнять возложенную миссию, принимать обоснованные решения по поступающим делам. Ваша работа требует высокой степени ответственности, компетентности, профессионализм, объективность судей и всего коллектива арбитражного суда вносят важный вклад в укрепление авторитета судебной системы республики в целом. Уверен, что вы и далее будете достойно служить закону, совершенствовать работу, способствуя укреплению правопорядка и законности в стране. С 25-летием арбитражный суд поздравили спикер парламента Лаша Ашуба, председатели Совета судей, Палаты адвокатов, Верховного суда, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл и многие другие. За добросовестный труд и большой вклад в обеспечение деятельности суда, судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций в укреплении законности и совершенствования законодательства. Почетными грамотами Совета судей были награждены ветераны арбитражного суда Валерий Гурджуа и Зураб Агума. Каждый месяц или каждый день или каждый год возникают в обществе новые отношения. И эти отношения должны регулироваться законодательством. Я думаю, что вот здесь большая просьба парламенту Абхазии новому, чтобы более активно подключились за исполнительной власти вот именно своевременно принятие закона. Поздравляю своих коллег с поздравлениями, которые вы вчера получили, вообще с этим профессиональным праздником. Большое вам спасибо, удачи, благополучия всем нам. В ходе научно-практической конференции были зачитаны доклады на разные темы. Судья арбитражного суда Саида Гуля представила доклад на тему роли и значения арбитражного суда республики в защите прав предпринимателей. Докладчица отметила, что проведенная судебная реформа оказала огромное влияние на развитие законодательства, а также судебной системы в целом. Она подчеркнула, что за 6 лет наблюдается тенденция роста поступлений заявлений от предпринимателей в арбитражный суд. Появились новые категории, такие как корпоративные споры. Причем как с участием местного контингента, имеется в виду с участием резидентов, когда наши абхазские предприниматели к нам обращаются очень часто за разрешением корпоративных споров, так и обращаются к нам иностранные лица, юридические, также за разрешением корпоративных споров. Корпоративных споров, споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений, то есть разное. Иностранный элемент, российские юридические лица к нам стали обращаться. С 2015 года инвестпрограмма, по-моему, пошла, если я не ошибаюсь. Были заключены договоры по вложению инвестиций. Это договоры займа и, следовательно, к ним договоры обеспечения в виде договоров залога. Но, к сожалению, некоторые займы не выполнялись. В связи с этим иностранные юридические лица стали к нам обращаться за помощью. Председатель Верховного суда Саида Бутба представила тему «Государственные внебюджетные фонды в новейшей истории Республики Абхазия. История создания, особенности правового статуса». В рамках доклада она рассказала, как эти фонды создавались, реорганизовывались и функционировали. За прошедшие годы в стенах арбитражного суда прошли несколько тысяч слушаний, которые доказали его эффективность, востребованность
востребованность для развивающейся рыночной экономики. Высокий профессионализм судейского корпуса поднял авторитет арбитражного суда. Обретенный опыт, организация работы и сложившиеся традиции бережно сохраняются и служат основой дальнейшего развития. Жазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб направил председателю арбитражного суда Фатиме Квицине поздравительный адрес. За годы деятельности национальным судебно-арбитражным сообществом накоплена большая практика в решении споров хозяйствующих субъектов, обеспечена доступность правосудия, стабильность правоприменения арбитражного законодательства, говорится в поздравлении. Александр Анкваб выразил уверенность, что члены арбитражного суда, верные букве закона профессионалы, всегда будут обеспечивать надежную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов всех, кто в этом нуждается. 27 коммерческих предложений на поставку товаров и оказание услуг на общую сумму более 25 миллионов рублей одобрено конкурсной комиссией Минсельхоза в рамках ведомственной программы развития сельского хозяйства на 2022 год. Линейка товаров, согласно перечню, включает в себя 408 наименований. Следующий тендер Минсельхоз планирует объявить в конце июня. Вся информация о приеме заявок для участия в конкурсе будет публиковаться на официальном сайте министерства. Из 100 миллионов рублей, выделяемых на реализацию программы, 30 миллионов предусмотрено на развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений, а также выращивание грибов в открытом и закрытом грунтах. 10 миллионов на развитие животноводства, 5 миллионов на развитие рыбной отрасли, 10 миллионов на приобретение средств защиты растений и сельхозкультур от вредителей, 30 миллионов на создание и развитие производственно-технической базы, небольших производств и цехов по переработке сельхозпродукции, 5 миллионов на приобретение запчастей для нужд машинно-технологических станций, 10 миллионов на приобретение средств малой механизации. Программа не предусматривает непосредственной передачи денежных средств ее участнику. Минсельхоз самостоятельно осуществляет закупку и передачу необходимого сырья, материалов, товаров, а также оплачивает работы и услуги. Александр Анкваб обсудил с министром культуры Дауром Кова, руководством управления капитального строительства и РУП «Абхазстрой» и членами комиссии по монументальному искусству состояние мемориального кладбища Сухумского пантеона. Статус этого объекта культурного наследия после развала Советского Союза не определен. Многие надмогильные скульптурные сооружения под влиянием времени пострадали. Ограда, периметр которой составляет 300 метров, разрушена. Отсутствует освещение территории. Недавно неустановленными лицами был совершен акт вандализма. Нанесен существенный вред некоторым памятникам. Отдельные элементы скульптурных сооружений были украдены. В ближайшее время правительство определит орган госуправления, ответственный за содержание Сухумского пантеона. Александр Анкваб поручил министру культуры координировать работу структур, вовлеченных в подготовку и проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, имеющего важное государственное значение. Следственным органом службы госбезопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Даура Буава, уроженца города Ткварчал, в настоящее время проживающего в Грузии. Предварительным следствием установлено, что гражданин Буава путем размещения в соцсетях публикаций в форме видеосюжетов, содержащих прямые и скрытые призывы в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и обороноспособности Абхазии, оказывал иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности против нашей страны. В данных публикациях осуществляется пропаганда присоединения суверенной республики Абхазия к Грузии в качестве автономной республики. Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, выделяет будущие положительные аспекты присоединения Абхазии к Грузии. В 2021 году по инициативе Буава гражданину Абхазии Хаджи Бадату Марьяновичу, переехавшему со своей супругой на ПМЖ в Грузию, была выделена квартира в Тбилиси. Тем самым Буава пропагандировал благоприятные условия проживания для граждан Абхазии на территории Грузии. В начале марта 2022
2022 года Буава организовал в Тбилиси встречу и снял очередной ролик с гражданином Абхазии Маргия Самсоном Важовичем, проживающим в городе Ткварчал. В связи с чем по месту проживания Буава и Маргия в Ткварчале был проведен обыск с целью обнаружения и изъятия возможных предметов и документов, доказывающих противоправную деятельность последних, имеющих значение для уголовного дела. Также гражданин Буава объявлен в федеральный розыск на территории Российской Федерации с 2015 года за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. В настоящее время СГБ Абхазии проводит все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с СОБР МВД и Департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта обнаружили в Сухуми незаконно действующую майнинг-ферму. Как сообщается на сайте МВД, объект принадлежал Адлиба Адамуру Ивановичу. В отношении владельца майнинг-фермы составлен административный протокол. 30 аппаратов изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад МВД. Раскрыто 3 тяжких преступления в области оборота наркотических средств. Все подробности в оперативной сводке МВД. Оперативными подразделениями МВД Абхазии раскрыто 3 тяжких преступления в области незаконного оборота наркотических средств. В результате реализации разрабатываемой оперативной информации сотрудниками УКОН МВД после прохождения зоны таможенного контроля на КПП ПСО задержан житель Сухумского района Кянаглы Фикри Алексеевич, 1968 года рождения, у которого при личном досмотре были изъяты и направлены на исследование заизолированные свертки с расфасованным в полиэтиленовые пакеты светлым кристаллообразным веществом. Как впоследствии установлено экспертами криминалистического центра МВД, изъятое вещество является наркотическим средством метадон в крупном размере. Гражданин Кянаглы заключен под стражу по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере в отношении задержанного в соответствии с частью 2 статьей 223 пунктом А части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия следственной группой линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии возбуждено уголовное дело. Незаконные приобретения, перевозка, хранение, а также ввоз на территории Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере вменяется жителю города Пицунда Цейба Астамуру Баталовичу, 1999 года рождения. Из материалов уголовного дела следует, что последний в неустановленное время приобрел на территории Российской Федерации сильнодействующий наркотик метадон и незаконно ввез на территорию Абхазии через государственную границу на КПП ПСО, после чего и был задержан. Аналогичное наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя города Гагра Хутаба Аляса Раулевича, 1995 года рождения. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Разработали и реализовали оперативные мероприятия сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел поселка Цандревш УВД по Гагарскому району, в результате чего задержали вышеназванных граждан. Астамур Цейба и Аляс Хутаба заключены под стражу. Расследование данных уголовных дел проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Преступление имущественного характера оперативно раскрыто сотрудниками столичного УВД. Сообщение о краже ноутбука поступило в дежурную часть УВД по городу Сухум. На тот момент неизвестный проник путем отжатия пластикового окна в помещении ресторана «Эльбрус», расположенного по улице Джону, откуда похитил чужое имущество. Принятыми оперативными мерами по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками УР УВД по городу Сухум задержан и водворен в изолятор временного содержания Маландзе Демис Роландевич, 2002 года рождения, житель села Баслата Сухумского района. В отношении последнего органом предварительного расследования УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом Б и В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Демис Маландзе заключен под стражу, похищено, изъято и возвращено владельцу. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми Цандревского отдела милиции УВД по Гагарскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие кражи сотового телефона из автомобиля заявительницы, задержан несовершеннолетний житель Краснодарского края.
Юноша 2006 года рождения в содеянном сознался, похищено изъято. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса проводит отдел дознания Гагарского РУВД. В отношении подростка избрана мера пресечения – присмотр за несовершеннолетним. 6 единиц незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасы к нему изъяты сотрудниками оперативных подразделений МВД. Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия вменяется жителю поселка Цандрипш Джене Нодару Резовичу, 1997 года рождения. У данного гражданина сотрудниками УР МВД совместно с СГБ Абхазии и уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции в ходе проведения оперативных мероприятий изъят пистолет системы Макарова, который, как установлено впоследствии экспертами, переделан из охолощенного в боевой. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Джене по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса, проводит отдел дознания УВД по Гагарскому району. Последнему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сотрудниками ОУР ОВД по Глурыпскому району совместно с сотрудниками ОУР отдела милиции поселка Дранда в результате обследования домовладения, принадлежащего Амичба Вахтангу Борисовичу, 1974 года рождения, обнаружено изъято 2 автомата Калашникова калибра 7,62 мм и магазины к ним с 27 патронами, а также револьвер без номерных обозначений кустарного производства. Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД Республики, изъятые автоматы технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Револьвер также технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. В отношении гражданина Амичба группой дознания ОВД по Глурыпскому району по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено в отношении жителя города Новый Афон Гумба Саида Варламовича, 1992 года рождения. В ходе личного досмотра у последнего сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности Гудаутского райотдела обнаружен и изъят пистолет калибра 5,6 мм с 7 патронами, который, согласно экспертной справке, является самодельным револьвером, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Гражданин Гумба отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания Гудаутского ОВД. Пистолет системы Макарова калибра 9 на 18 мм с 5 патронами к нему обнаружен и изъят у жителя столицы Сакани Астамура Ахровича, 1997 года рождения, сотрудниками отдела уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум. Оружие технически исправно и пригодно для производства выстрелов. Как установлено экспертами, пистолет кустарно переделан из охолощенного в боевой. По факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении Астамура Сакани по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В селе Мгузырхо Гудаутского района прошлой ночью сгорел частный двухэтажный дом. Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные экстренно выехали на место пожара. Огонь тушили 2 пожарных расчета пожарно-спасательной части Гудауты. К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Несмотря на усилия пожарных, здание сгорело полностью, пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания в электропроводке. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятных монет «Герои Искандера» серии «Выдающиеся личности Абхазии». Монеты выполнены из серебра 925 пробы. Тираж 300 штук. Художник Адгур Дзидзария. Памятная монета «Фазиль Искандер» – молельное дерево. Тираж 300 штук. Материал – серебро 925 пробы. Номинал – 100 апсар. Художник Адгур Дзидзария. Общий аверс. Круги меньшего диаметра, расположенного симметрично, ближе к правому краю монетного поля, помещено рельефное изображение Фазиля Искандера. Слева изображено условное созвездие в виде 7 разновеликих восьмиконечных звезд. Ниже и в центре цифры 90. Цифра и звезды покрыты позолотой. Полукругом по периметру нижнего края монеты надпись «Фазиль Искандер и годы жизни» 1929-2016. Реверс. Изображение молельного дерева занимает всю центральную часть композиции. Старинные ритуальные наконечники стрел изображены в виде орнаментальной полосы, а увеличенный в масштабе древний топор расположился в нижней части монетного поля у корней дерева. Памятные монеты Хабук, Сандро из Чегема, Чик, кролики и удавы, широколобы. Памятная монета Хабук, реверс. Левую половину монетного поля занимает поплечный портрет Хабуга со скрещенными перед собой кистями рук. В правой верхней четверти Хабуг ведет на мельницу мула.
Выше на фоне гор виднеется Большой дом. Памятная монета Сандро из Чегема – реверс. Правую часть монетного поля занимает погрудный портрет дяди Сандро. В левой верхней четверти монетного поля молодой дядя Сандро верхом на коне прыгает через предполагаемый игральный стол, который символизирует пара костей. Ниже изображение фрагмента Сухумской бухты, вид на которую открывается с верхнего яруса кафе «Амра». Памятная монета Чик – реверс. Правую половину монетного поля занимает поплечный портрет Чика. В нижней части на уровне груди маленькое изображение любимой собачки Белочки. В левой верхней четверти дворовая команда во главе с Чиком обрывает мушмулу. Памятная монета «Кролики и удавы» – реверс. Центральную часть композиции занимает изображение кроликов и удавов на фоне джунглей. Запечатлен момент гипноза кролика удавом. Памятная монета «Широколобый» – реверс. Всю центральную часть композиции занимает изображение плывущего буйвола. Пена, образовавшаяся вокруг него, напоминает крылья, символизирующие его свободу. На реверсе всех монет отчеканена надпись «Апснабанк», номинал монеты «Жапсарк», год чеканки 2019, герб Республики Абхазия, проба сплава, фирменный знак и именинник монетного двора. Монеты выполнены из серебра 925 пробы, тираж – 300 штук. Художник Дзидзари Адгур Георгиевич. Серия «Выдающиеся личности Абхазии». В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 4 и 5 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье днем местами возможен слабый дождь с грозой. К вечеру прояснится. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.